أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Худа Медиа представляет цикл передач «Имамы прямого пути и светочи во мраке тьмы». Ведущий шейх Мухаммад Хасан. Часть первая. О пророке Мухаммаде. Да благословит его Аллах и приветствует. صابيح الدجى زين الرجال أئمة هدينا القمم العوالي مصابيح الدجى زين الرجال أئمة هدينا القمم العوالي صحابة أحمد رضوان ربي عليهم أجمعين إلى المآلي لهم في القلب حب لا يضاهى ومصدر عزنا في كل حال رجال جاهدوا حول الرسول إلى الفردوس يا خير الرجال مصابيح الدجى زين الرجال أئمة هدينا القمم العوالي مصابيح الدجى زين الرجال أئمة هدينا القمم العوالي صحابة أحمد رضوان ربي عليهم Мир вам, милость Аллаха и его благословение. Хвала Аллаху, Господу миров. Хвала Аллаху в степени, которая соответствует великолепию Его лика и величию Его власти. Я свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, один Он и нет у Него сотоварища. Живой, сущий, которым не овладевает ни дремота, ни сон. Поистине Аллах не спит, и превыше Он того, чтобы спать. Он принижает и возвышает, кого пожелает. К Нему поднимаются дела ночи до того, как совершатся дела дня, и поднимаются дела дня до того, как совершатся дела ночи. Его завеса свет. Если Он откроет ее, то от Его лика будут сожжены все творения в пределах того, что охватывает Его взор. Свят Он, свят Он, свят. Я также свидетельствую, что наш Господин Мухаммад, Его раб и посланник, самый лучший из Его творений и самый любимый. Он исполнил свой долг, довел послание, сделал наставление общине, и Аллах избавил через него нас от печали. Он поклонялся своему Господу и сражался на пути своего Господа, пока не пришла к нему смерть. И жил он все свои дни и ночи, шагая по колючкам горестей и раскаленным углям козней и преследований. Искал возможности для наставления заблудших и направления впавших в сомнения, чтобы научить неведающего, исправить сбившегося, дать безопасность боящемуся, успокоить того, кто в смятении, и распространил лучи истины и блага единобожия и веры, так же, как солнце посылает свои лучи в разгар дня. О Аллах, вознагради его лучше, чем может быть вознагражден пророк за свою общину и посланник за свою миссию и призыв. И благослови Аллах его, и даруй ему мир, а также его семье и сподвижникам, и его последователям, и всем тем, кто следовал его сунне и его пути до самого судного дня. А затем... Да продлит Аллах вашу жизнь, мои дорогие, уважаемые братья и мои благородные сестры. И да будете вы благословенны, и да будут благословенны ваши шаги, и да будет для всех вас в раю свое место. И я прошу Всевышнего Аллаха, который собрал меня с вами в это благословенное время ради поклонения Ему, чтобы Он собрал нас и на том свете, с Господином проповедников, имамом среди пророков в раю. Поистине Он владелец всего и Господин. О, те, кого я люблю ради Аллаха! Нет настоящего у общины, которая не знает своего прошлого.
И нет будущего у общины, которая забывает свои достоинства. И если обращение к истории лишь для стенания и плача является делом пустых людей, то презрение прошлого, несмотря на все то, что там есть из благого и светлого, является делом презренных невежд. Потому что нет настоящего общины, которая не знает своего прошлого. И нет будущего у общины, которая забывает свои достоинства. И если обращение к истории лишь для стенания и плача является делом пустых людей, то презрение прошлого, несмотря на все то, что там есть из благого и светлого, является делом презренных невежд. Поистине, враги ислама изо всех сил старались отделить мусульман от ее прекрасной и славной истории, чтобы община не смогла извлекать из прошлого свет, который указывал бы ей путь, чтобы она не стала факелом, который бы разжег им снова свет их жизни, не стала свежей кровью, которая вновь потекла бы по артериям будущего. В то время, когда каждый народ планеты гордится своей историей и своими сыновьями и героями, хотя наиболее достойной из всех общин мира этой гордости и чувства собственного достоинства по заслугам и справедливой оценке, это община избранного пророка, согласно свидетельству великого и прощающего. Я повторюсь, поистине наиболее достойной из всех общин мира этой гордости и чувства собственного достоинства по заслугам и справедливой оценке является община нашего избранного пророка, согласно свидетельству великого прощающего. Сказал Всевышний Аллах: «Вы являетесь лучшей из общин, появившейся на благо человечества, повеляя совершать одобряемое и удерживая от предосудительного и веруя в Аллаха». То есть избранность общины не основывается на крови, не основывается на национальности или народе. Однако это избранность, основанная на вере во Всевышнего Господа и Его пророка. Да благословит Его Аллах и приветствует. Это избранность, основанная на этом посланничестве, честь нести которое ко всем людям досталась именно этой общине. Да, дорогие братья. Избранность общины, избранность, основанная на этой религии, честь, доносить которую ко всем людям, досталась именно этой общине. Господь миров сказал: «И не послали мы тебя иначе, как милостью для миров». Поистине благородная, благословенная община Мухаммада на протяжении всей своей истории воспитала мужчин и женщин, о жизни которых история будет вспоминать с гордостью, величием и возвышением, и даже с изумлением. Нетрудным является, я бы даже сказал легким, перечислить лучших людей в общине, в которой их мало. Однако является очень трудным перечислить этих людей в общине нашего избранного пророка, потому что они — дыхание времени, пульс жизни, и невозможно подсчитать дыхание времени или оценить пульс жизни. Невозможно. Как можно подсчитать дыхание времени или оценить пульс жизни? Может быть легким выбрать и сорвать цветок в дикой пустыне. Однако очень трудно выбрать и сорвать красивый цветок в цветущем саду, в котором есть все краски цветов и все виды ароматов. Очень легко разглядеть звезду, которая одиноко светит на небе.
Однако очень трудно подсчитать количество звезд на небе. Поэтому давайте вместе проведем этот благословенный месяц с этими избранными людьми, с этими сияющими звездами, с этими проливающими свет планетами, с этими благими образцами, с этими наивысшими примерами и сияющими личностями, имамами прямого пути и светочами во мраке тьмы. Это новая благословенная цепочка, которую я представляю в эти дни для моей любимой общины, не ради просто правильного освящения, и не ради просто холодного умственного развития, и не потому, что это просто передаваемые рассказы и читаемые истории, и даже не ради просто истории и фиксации того, что происходило. Нет, и еще раз нет. Я представляю ее сейчас для благородной общины, для наставления и извлечения уроков, и воспитания поколения на основе этого замечательного жизненного пути, и на основе этой возвышенной воспитательной программы. После долгого времени забвения и заблуждений и искажений, когда была искажена суть ислама, ее идеология была подвергнута ударам, и подверглась ударам принадлежность к этой религии со всеми ее основами, условиями и составными частями, а также для предоставления посредством этого благого примера для подражания в наше время, когда количество образов для подражания сократилось с одной стороны, и появилось большое количество ничтожных людей, которые представляют сейчас нам как пример и образец поведения с другой стороны. Пастух-овец охраняет их от волков. А как же быть, если у пастухов самих есть волки? Не является знанием, и не является наукой, и даже не является мудростью и этикетом говорить нам об имамах прямого пути и светочах во мраке тьмы в этот благословенный месяц, если мы не начнем сперва с имама всех имамов, с посланника всей общины. Поистине, это величайший имам и благороднейший посланник. Поистине, это величайший имам и благороднейший посланник, радостный вестник, предупреждающий о наказании, источник, излучающий свет, снимающий бремя и оковы, призывающий к наилучшим словам и делам, и помыслам, и лучший из пророков по своему уровню, и лучший из пророков своими словами, недостающий кирпичик для их здания, и самая вкусная часть их напитка. Всевышний отправил его с прямым путем и религией истины перед наступлением судного дня, как благого вестника и увещевателя, призывающим к Аллаху по его воле и светящим источникам, и завершил им цепь посланников, и уберег с помощью него от заблуждения, и обучил с помощью него, искоренив невежество, открыл с помощью него глаза слепцам и уши глухим, и запечатанные сердца. Да, сегодня у нас встреча с посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Мир и благословение его семье, сподвижникам и всем его последователям. И прежде чем начать разговор об имамах прямого пути и светочах во мраке тьмы, я посчитал проявлением уважения к нашему имаму, нашему любимому посланнику, провести рассказ об имаме всех имамов и посланнике всей общины, без всякого вступления. Но в следующий раз я представлю вам отдельное наставление, заменяющее собой вступление к началу рассказа об имамах прямого пути и светочах во мраке тьмы.
чтобы могли знать план нашего ознакомления с этой благословенной цепочкой. Соизволение Аллаха велик Он и возвышен. Что же касается сегодняшней передачи, то позвольте мне без всякого вступления поговорить об имаме всех имамов, посланнике всей общины. Это величайший имам и благороднейший посланник Мухаммад, мир ему, его семье и благословение, которого Всевышний возвысил в своей оценке и возвеличил его степень, и снял с него Всевышний бремя грехов, и похвалил его, как я постоянно говорю, наилучшим образом. Он похвалил его ум. Сказал Всевышний Аллах: «Не заблудился ваш товарищ и не сошел с пути». Он похвалил его знания. Сказал Аллах: «Научил его, обладающий могучей силой». Похвалил его честность. Сказал Всевышний Аллах: «Не говорит он по прихоти». Он похвалил его упоминанием, и сказал Всевышний Аллах: «Мы возвеличили твое поминание». Он похвалил его чистоту. Сказал Всевышний Аллах: «И сняли мы с тебя ношу грехов». Он отметил его кротость. Сказал Всевышний: «Он добр и милосерден к верующим». Он похвалил его сердце. Сказал Всевышний Аллах: «И сердце не солгало о том, что он увидел». Он похвалил его зрение. Сказал Всевышний: «Его взор не уклонился в сторону и не излишествовал». Похвалил Аллах его полностью. Сказал Всевышний: «Поистине ты обладатель великого нрава». Кто достоин того, чтобы быть печатью пророков? Кто появляется из света и свидетельствует, или появляется из света и становится видимым? Оба они правильны. Кто достоин того, чтобы быть печатью пророков? Появляясь из света, становясь видимым, или свидетельствует об истинности своего пророчества? Он, достойный того, чтобы быть печатью пророков, появляется из света и становится видимым. И приставил Всевышний имя пророка к своему имени, когда 5 раз Муэззин произносит свидетельство, и разделил для него свое имя, чтобы возвысить его. Он обладатель великого трона. Восхвалил кого? Мухаммада. Поистине, он величайший имам и благороднейший пророк, лучше которого Аллах не создал и не сотворил. Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, сказал: клянусь Аллахом, не создал Аллах и не сотворил человека более благородного, чем Мухаммад, и Всевышний не клялся жизнью кого-либо помимо него. Сказал Всевышний Аллах: клянусь твоей жизнью. Аллах клянется Мухаммадом и его жизнью. Они слепо блуждают, опьяненные. То есть они в своем многобожии и неверии блуждают. Клянусь твоей жизнью. Они слепо блуждают, опьяненные. Поистине, это величайший имам и благороднейший посланник, ради которого Всевышний поклялся утром и ночью, когда она густеет, что его Господь не покинул его и не возненавидел после того, как оказал ему честь, и избрал его, что дарованное и подготовленное для него на том свете лучше всего того, что он дал ему на этом свете. Затем упомянул о различных видах почета и сполна наделил его счастьем в 2 мирах. Поклялся Всевышний Аллах: клянусь утром, клянусь ночью, когда она густеет. Не покинул тебя твой Господь и не возненавидел. Воистину, будущая жизнь для тебя лучше, чем настоящая. Господь твой непременно одарит тебя, и ты будешь удовлетворен. Также сказал Всевышний, указывая на свою милость к нему: разве мы не раскрыли твою грудь? Не сняли с тебя ношу, которая отягощала твою спину? Разве мы не возвеличили твое поминание? И так до конца суры. Поистине, это величайший имам и благороднейший посланник, об истинности пророчества которого клялся сам Всевышний Аллах. И Аллах не клялся в отношении ни одного другого пророка до него. Сказал Всевышний Аллах: Ясин, клянусь мудрым Кораном, воистину ты один из посланников на прямом пути. Ты задумайся над этой клятвой. Ясин, клянусь мудрым Кораном, воистину ты один из посланников на прямом пути. Посмотри на эту благородную, возвышенную клятву, которая указывает на высокое положение пророка, да благословит его Аллах и приветствует.
Более того, нет пророка из пророков и посланника из посланников, к которым бы Всевышний Аллах не обращался, кроме как по именам, за исключением нашего пророка, мир ему и благословение. Всевышний ни разу не обратился к нему по имени. Всевышний Аллах говорит: «О Адам, живи, ты и твоя жена в раю». Также он сказал: «О Ибрагим, поистине ты честно исполнил свое сновидение». Еще же он сказал: «О Нух, сходи на землю с миром от нас». А также: «О Муса, поистине я Аллах». Также сказал: «О Иса, поистине я умерщвлю тебя и подниму тебя к себе». Также он сказал: «О Дауд, поистине мы сделали тебя правителем на земле». Также сказал: «О Закария, поистине мы радуем тебя мальчиком». Также сказал Всевышний: «О Яхья, крепко держи Писание». А когда Аллах обращается к нашему пророку, к нашему любимому, нашему имаму и посланнику, мир ему и благословение, Всевышний говорит: «О пророк, отправили мы тебя свидетелем, добрым вестником, предостерегающим увещевателем, призывающим к Аллаху с его дозволения и освящающим светочем». А также сказал: «О посланник, пусть тебя не печалят те, которые стремятся исповедовать неверие и говорят своими устами: мы уверовали, хотя их сердца не уверовали». Он также обратился к нему, описывая его. Сказал Всевышний Аллах: «О завернувшийся, встань и увещевай, Господа своего величай, одежды свои очищай, идолов сторонись». Также, обращаясь к нему, он сказал: «О закутавшийся, простаивай ночь без малого, половину ночи или чуть меньше того, или чуть больше того, и читай Коран размеренным чтением. Мы непременно не спошлем тебе весомые слова». И не упомянул Аллах Всевышний имени пророка в отдельности, кроме как указывая вместе с ним его принадлежность к пророчеству и посланничеству. Сказал Всевышний Аллах: «Мухаммад посланник Аллаха», а также сказал: «И не является Мухаммад, кроме как посланником, прежде которого были другие посланники», а также сказал: «Мухаммад не является отцом кого-либо из ваших мужей, а является посланником Аллаха и печатью пророков». Поистине это величайший имам и благороднейший пророк, в отношении которого Всевышний взял договор и завет с каждого из его братьев, пророков и посланников, о том, что если в их время будет послан Мухаммад, мир ему и благословение, что они уверуют в него и помогут ему, и будут почитать его и последуют за ним. Всевышний Аллах сказал: «Вот Аллах взял завет с пророков. Я одарю вас из Писания и мудрости. Если же после этого к вам явится посланник, подтверждающий истинность того, что есть у вас, то вы непременно уверуете в него и поможете ему». Он сказал: «Согласны ли вы и принимаете ли вы мой завет?» Они ответили: «Мы согласны». Он сказал: «Будьте же свидетелями, и я буду свидетельствовать вместе с вами». Поистине это величайший имам и благороднейший посланник. С вашего позволения я буду периодически повторять это выражение. Поистине это величайший имам и благороднейший посланник, которого Аллах Всевышний выделил и одарил почетным местом и правом заступничества. Бодрствуй час ночью, читая Коран во время дополнительных намазов. Быть может, Господь твой вознесет тебя на достохвальное место. А знаете ли вы, что такое достохвальное место? Как передавали Бухари и Муслим от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что пророк, мир ему и благословение, его семье и сподвижникам сказал: «Поистине я буду господином людей в судный день». Поистине я буду господином людей в судный день. А затем сказал: «А знаете ли вы почему? То есть знаете ли вы причину этого? Знаете ли вы почему? Аллах соберет первых и последних. Аллах соберет первых и последних, и их сможет увидеть тот, кто обратит свой взор, и сможет услышать тот, кто слышит. Солнце приблизится к их головам». Представьте себе, солнце над головами, на расстоянии 1 мили. И представьте себе ад, который ведут, и у него 70 тысяч поводьев, за каждое из которых тянут 70 тысяч ангелов. Хадис передал Муслим от Абдуллы ибн Мас'уда, да будет доволен им Аллах, от посланника Аллаха, мир ему и благословение. Давайте представим себе эту картину, когда солнце уже приблизилось, и люди доходят до такого изнеможения и напряжения,
который они не в состоянии вынести, и о котором даже никогда не могли себе представить. Люди начинают смотреть друг на друга и говорить: «Разве вы не видите, в каком мы положении? Разве вы не видите, что на нас обрушилось? Почему вы не найдете того, кто заступится за нас перед нашим Господом?» Сказал посланник Аллаха, мир ему и благословение. Они решат, что Адам, мир ему, мог бы заступиться за них. И они придут к нему и попросят его: «О, Адам, ты отец людей. Аллах создал тебя своими руками и вдохнул в тебя от своего духа, и повелел поклониться тебе ангелам. Разве ты не видишь, в каком мы положении? Разве ты не видишь, что на нас обрушилось? Заступись за нас перед нашим Господом». На что Адам, отец людей, которому Всевышний Аллах вдохнул от своего духа, повелел ангелам поклониться ему, ответит: «Поистине Аллах гневается сегодня так, как не гневался прежде, и не будет гневаться после. О моя душа, о моя душа, о моя душа». Я не хотел бы останавливаться на ошибках, которые указали каждый из пророков, так как это потребует подробного разъяснения, это может быть неправильно понято некоторыми нашими братьями. И Адам, мир ему, скажет: «О моя душа, о моя душа, о моя душа, идите к другому, идите к Нуху». И они придут к Нуху, мир ему, и скажут: «О Нух, поистине ты первый посланник на землю, поистине ты первый посланник к жителям земли. Разве ты не видишь, в каком мы положении? Ведь Аллах назвал тебя благородным рабом. Разве ты не видишь, в каком мы положении? Разве ты не видишь, что на нас обрушилось? Заступись за нас перед твоим Господом». И Нух ответит: «Поистине Аллах гневается сегодня так, как не гневался прежде и не будет гневаться после. О моя душа, о моя душа, о моя душа, идите к другому». И кто говорит это? Нух, который провел в призыве 950 лет и не оставил ни одну возможность из возможностей и методов призыва к пути Аллаха, кроме как использовав ее, не зная отдыха, призывая к Аллаху днями и ночами, в тайне и обращаясь открыто. «О Аллах, поистине я призывал свой народ днем и ночью». И до конца аята. Он говорит: «О моя душа, о моя душа, о моя душа, идите к другому, идите к Ибрагиму». И они пойдут к Ибрагиму, мир ему, и обратятся к нему: «О Ибрагим, ты любимец Аллаха из всех жителей земли. Разве ты не видишь, в каком мы положении? Разве ты не видишь, что нас постигло? Заступи за нас перед твоим Господом». И Ибрагим, любимец Аллаха, скажет, о котором Всевышний Аллах сказал: «Воистину Ибрагим был вождем». Говорит Ибрагим, любимец Аллаха, праведный, которому Всевышний Аллах дал праведность с малого возраста. Ибрагим скажет: «Поистине Аллах гневается сегодня так, как не гневался прежде, и не будет гневаться после. О моя душа, о моя душа, о моя душа, идите к другому, идите к Мусе». И они пойдут к Мусе, мир ему, и скажут: «О Муса, ты посланник Аллаха, ты тот, с кем говорил Всевышний Аллах, избрал тебя своим посланием и общением с тобою. Разве ты не видишь, в каком мы сегодня состоянии, и что нас постигло? Заступи за нас перед твоим Господом». И скажет им Муса: «Поистине Аллах гневается сегодня так, как не гневался прежде, и не будет гневаться после. О моя душа, о моя душа, о моя душа». Муса, с которым говорил Господь, которому Аллах Всевышний сказал: «Я избрал тебя для себя», о котором Всевышний сказал: «И взрастили тебя у меня на глазах», с которым говорил Всевышний Аллах, говорит: «О моя душа, 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 идите к другому, идите к Иси». И они придут к Иси, мир ему, и скажут: «О Иса, ты дух Аллаха, слово его, которое внушил он Марьям, ты посланник Аллаха, и его слово, которое он внушил Марьям, и дух от него. Разве ты не видишь, в каком мы положении, и не видишь, что нас постигло? Заступи за нас перед твоим Господом». И скажет Иса, мир ему: «Поистине Аллах гневается сегодня так, как не гневался прежде и не будет гневаться после». А затем скажет: «Идите к другому, идите к Мухаммаду, мир ему и благословение». Знай же степень величия посланника Аллаха и положение любимца Аллаха перед Господом в этот трудный, ужасный день, в котором каждый посланник и пророк, находясь в смятении, говорит: «О моя душа, о моя душа, о моя душа». Иса скажет: «Идите к Мухаммаду ибну Абдулля, мир ему и благословение его семье». И говорит пророк: «Они придут ко мне». То есть люди отправятся к посланнику Аллаха, мир ему и благословение, к господину людей в судный день.
Он говорит, они придут и скажут: «О посланник Аллаха, ты печать пророков и посланников, ты посланник Аллаха. Он закончил тобой цепь пророков и посланников и простил тебе прошлые и будущие грехи. Разве ты не видишь, в каком мы состоянии? Разве ты не видишь, что нас постигло? Заступись за нас перед твоим Господом». И говорит наш любимый пророк, да благословит его Аллах и приветствует: «И я встану и склонюсь в земном поклоне перед троном моему великому Господу». И склонюсь в земном поклоне перед троном моему великому Господу, и Аллах откроет мне и внушит мне самые лучшие прославления и восхваления Его, которые Он не открывал никому прежде. Он внушит мне самые лучшие прославления и восхваления Его, которые Он не открывал никому прежде. А после чего будет сказано: «О Мухаммад, подними свою голову, проси, и тебе будет дано. Заступайся, и твое заступничество будет принято». Поистине это величайший имам и благороднейший посланник, который, когда каждый пророк в судный день будет говорить: «О моя душа, о моя душа», скажет: «Мне предначертано это. Бодрствуй часть ночи, читая Коран во время дополнительных намазов. Быть может, Господь твой возведет тебя на достохвальное место». Поистине это величайший имам и благороднейший посланник, которого Всевышний Аллах выделил степенью Аль-Василя. Что же такое Аль-Василя? Это высочайшее место в раю. Как передает имам Муслим в своем достоверном сборнике, хадис от Абдуллы ибн Умара, да будет доволен им Аллах, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Когда вы услышите, как муазин возглашает азан, то повторяйте то, что говорит он. А затем просите у Аллаха для меня василя. Поистине это положение в раю, которое не достается кроме как одному рабу, и я надеюсь, что им буду я. И кто просит Аллаха для меня василя, тот получит мое заступничество. И кто просит Аллаха для меня василя, тот получит мое заступничество». Поистине это величайший имам, благороднейший посланник, которого Всевышний Аллах удостоил Каусаром. Что же такое Каусар? Это река в раю, вода которой белее, чем снег, и слаще, чем молоко с медом, а количество сосудов возле него превышает число звезд на небе. Передает Бухари и Муслим хадис от Малика ибн Анаса, да будет доволен им Аллах: однажды пророк, мир ему и благословение, был среди нас, и им овладела дремота. Он заснул, но когда проснулся, улыбался. Мы спросили его: «Что заставило тебя улыбнуться, о посланник Аллаха?» И он, мир ему и благословение, сказал: «Мне сейчас была ниспослана сура». И затем прочитал ее: «Во имя Аллаха милостливого и милосердного, поистине мы даровали тебе Каусар. Поэтому совершай намаз ради твоего Господа и закалывай жертву. Воистину твой ненавистник сам окажется бездетным». Затем он сказал, мир ему и благословение: «Знаете ли вы, что такое Каусар?» Мы сказали: «Аллах, его посланник, знает лучше». Он сказал: «Это река в раю. Мой Господь обещал ее мне. В ней много блага». А в передаче Муслима сказано: «Вода более белее, чем снег, слаще на вкус, чем молоко с медом, а количество сосудов возле нее превышает число звезд на небе». Количество сосудов возле нее превышает число звезд на небе, и я буду отгонять людей от моего источника, как отгоняет человек чужих верблюдов от своего источника. И люди спросили: «Разве ты узнаешь нас в тот день, о посланник Аллаха?» Он ответил: «Да, у вас будут отличительная черта, черта, которой не будет ни у одной другой общины. Вы будете приходить ко мне с отмеченным сиянием на вашем теле в местах, которые вы омывали при омовении». Поистине это величайший имам и благороднейший посланник, в котором Всевышний собрал все благое, как в физическом творении, так и в нравах. Поистине это величайший имам и благороднейший посланник, в котором Всевышний собрал все благое, как в физическом, так и в нравах. Из всех переданных достоверных преданий и хадисов о теле посланника Аллаха
мир ему и благословение, мы видим, что он был самым прекрасным из людей своим телом и самым красивым из людей лицом. Его лицо было подобно луне. Когда посланник Аллаха радовался, улыбался, его лицо светилось, как будто бы одна частичка луны. Как говорил Куд ибн Малик в хадисе, который передавали Бухари и Муслим. Когда посланник Аллаха радовался и улыбался, его лицо светилось, как будто бы одна частичка луны. Оно было красивым, как будто оно было отлито из серебра. Мир ему и благословение. У него была широкая грудь, с большими плечами, с густой бородой. Он не был ни слишком высоким, ни слишком низким. И как же прекрасны слова Али. Я не видел ни одного, ни до, ни после него, кто был бы так же прекрасен, как он. И как же красивы слова Абу Бакра, как это указано у Бухари и Муслима, он сказал: «Я не видел из тех, кто носил длинные волосы в красном одеянии, никого красивее, чем посланник Аллаха, мир ему и благословение. Я не видел из тех, кто носил длинные волосы в красном одеянии, никого красивее, чем посланник Аллаха, мир ему и благословение». И как же прекрасны слова Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, который сказал: «Если посмотришь на лицо посланника Аллаха, мир ему и благословение, то как будто бы солнце пробегало по его лицу». Как будто бы солнце пробегало по его лицу. И как же красивые слова Ма'абад, когда она описывала посланника Аллаха, мир ему и благословение, своему мужу. Она сказала о посланнике Аллаха, мир ему и благословение: «Это человек ослепительной чистоты, человек ослепительной чистоты, с красивым лицом, прекрасно сложен, с красивым лицом, прекрасно сложен». Когда он говорил, то проявлялось его благородство, а когда молчал, проявлялось его достоинство. Издалека он казался самым красивым и привлекательным из людей, а вблизи он также казался нам необычайно благородным, избранной красоты. Он был подобен веточке между двух других веточек, и он был самым красивым из трех. На вид он был подобен веточке из двух других веточек, и он был самым красивым из них трех. Как же был он красив, и как же он был благороден. И вместе с хорошим обликом Всевышний дал ему также прекрасный нрав. Даровал ему знание, кротость, благоразумие, щедрость, благородство, мужество, честность, скромность, бесстрашие, храбрость, верность своему слову, братство и много других качеств. Да будет доволен Всевышний Аллах Анасом, верным слугой, который сказал хадис от него, который приводит Бухари и Муслим: «Я служил у святого пророка, да благословит его Аллах и приветствует, 10 лет, и ни разу за все это время не услышал уф», то есть выражение недовольства. Ни разу он не спросил меня о том, что я сделал, почему я это сделал, и не спросил о том, что я не сделал, и почему я этого не сделал. Клянусь Аллахом, я никогда не трогал шелка мягче, чем рука посланника Аллаха, и я не вдыхал миска более приятного, чем запах, который исходил от посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. И как же прекрасны слова Абдулла ибн Амра в хадисе, переданном Бухари и другими, от Ат'а ибн Ясар, который сказал: «Я встретил Абдуллаха ибн Амра, да будет доволен им Аллах, и сказал ему: опиши мне посланника Аллаха, мир ему и благословение, которое есть в Торе». И Абдулла ибн Амр сказал: «Хорошо. Клянусь Аллахом, он написан в Торе некоторыми из тех описаний, которые содержатся в Коране. О пророк, мы отправили тебя свидетелем, добрым вестником и предостерегающим увещевателем, призывающим к Аллаху с его дозволения и освящающим светочем. Он не является злобным, не является грубым, не шумит на рынках и не отвечает злом на зло, однако прощает, и Всевышний не заберет его, пока не будет установлена с помощью него религия, пока не откроет посредством него глаза слепым, уши глухим и сердца очерствевшим.
Таково описание посланника Аллаха, мир ему и благословения в Торе. Поистине это величайший имам и благороднейший посланник. И я могу часами повторять эти слова, подкрепляя их все больше и больше из книги нашего Господа и сунны нашего пророка, из жизни нашего пророка, мир ему и его семье и благословение. Нелегкое дело рассказать об имаме всех имамов, о посланнике всей общины за 1 час. И я собрал с разных мест, с этого обширного, густого сада, чтобы рассказать вкратце, так как собираюсь поведать вам о каждом из имамов после рассказа о господине имамов в течение каждой передачи, чтобы мы могли ознакомиться с 30 из этих избранных, наилучших людей, из числа мужчин и женщин, с соизволения единого могучего, с соизволения всемогущего Аллаха. Да, поистине это величайший имам и благороднейший посланник, который сказал, как это указывает Муслим, в хадисе от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах: «Я буду господином детей Адама в судный день, и я буду первым, для кого раскроется земля, и буду первым, для кого раскроется могила, и я буду первым заступником и первым, к кому обратятся за заступничеством». Поистине это величайший имам и благороднейший посланник, которого Аллах возвысил над всеми остальными пророками и посланниками. Да, мы веруем во всех них без разделения, в основе своей веры. Мы не отделяем никого из пророков в основе нашей веры, в тех, о которых рассказал нам Всевышний в Коране, и в тех, о которых нам было рассказано. Верим в общем, во всех пророков, а также в тех, о которых нам было рассказано, и мы абсолютно не разделяем между ними, в основе своей веры. Что касается предпочтения, то поистине Всевышний возвысил некоторых из них над другими. Сказал Всевышний Аллах: таковы посланники. Одним из них мы отдали предпочтение над другими. Среди них были такие, с которыми говорил Аллах, а некоторых из них мы возвысили до степеней. Мы даровали Иисусу, сыну Марии, ясные знамения и поддержали его Святым Духом. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, как это указано в хадисе Бухари и Муслима от Абу Хурайры: «Мне было дано превосходство над остальными пророками в 6 вещах. Я был одарен способностью выражаться очень кратко. Мне была оказана помощь в виде страха в сердце моего врага, а в версии Бухари страха у врага за месяц пути до него. И мне была оказана помощь в виде страха в сердце моего врага за месяц пути до него. Мне было дозволено брать трофеи. Вся земля для меня была сделана чистой и пригодной для молитвы. На ней я был послан ко всем людям, и мною закончена цепь пророков». Давайте послушаем этот хадис еще раз. «Мне было дано превосходство над остальными пророками в 6 вещах. Я был одарен способностью выражаться очень кратко. Мне была оказана помощь в виде страха в сердце моего врага, а в версии Бухари страха у врага за месяц пути до него. Мне было дозволено брать трофеи, и вся земля для меня была сделана чистой и пригодной для молитвы. На ней я был послан ко всем людям, и мною закончена цепь пророков». Поистине это величайший имам и благороднейший посланник, подчинение которому Всевышний сделал подчинением Аллаху, а ослушание его ослушанием Всевышнего Аллаха, и сделал веру в Него, мир Ему и Его семье и благословение одним из условий веры в Аллаха, возвышенного и великого. Без этого вера человека не будет принятой. Вера человека не будет действительной, кроме как с этим условием. Сказал Всевышний Аллах: «Воистину, те, которые не веруют в Аллаха и Его посланников, хотят различать между Аллахом и Его посланниками, и говорят: мы веруем в одних и не веруем в других. Хотят найти путь между этими, но они как раз-таки и являются подлинными неверующими. Мы приготовили для неверующих унизительное мучение». Также посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал, как это указано в сборнике хадисов Муслима, в хадисе от Абу Хурайры: «Клянусь тем, в чьих руках моя душа, если услышит обо мне кто-либо из этой общины, будь он христианин или иудей, а затем умрет, не уверовав, то, с чем я был послан, он окажется из обитателей ада». Вера в посланника Аллаха, мир ему, его семье и благословение, не есть просто произносимые языком слова, однако это произнесение языком и подтверждение языком то, что истинность его пророчества
и убежденность сердцем в истинность его миссии, и воплощение его пути, и его сунны, и его шариата своим телом, подтверждение языком истинность его пророчества, признание языком истинности его пророчества, убежденность сердцем в истинности его миссии и подчинение своего тела исследования ему и его сунне. Такова истинная вера в посланника Аллаха. Подтверждение языком истинность его пророчества или признание языком истинности его пророчества, убежденность сердцем в истинности его миссии и подчинение своего тела ему и его сунне, мир ему и благословение Аллаха. Но нет, клянусь твоим Господом, они не уверуют, пока не изберут тебя судьей во всем том, что запутано между ними, и не перестанут испытывать в душе стеснение от твоего решения, и не подчиняться полностью. Поистине это величайший имам и благороднейший посланник, подчинение которому Всевышний сделал подчинением Аллаху. Кто подчинился посланнику, тот подчинился Аллаху. Кто подчинился посланнику, тот подчинился Аллаху. И подчиняйтесь Аллаху, и подчиняйтесь посланнику. О, вы те, которые уверовали, повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь Его посланнику, обладающим влиянием среди вас. Если же вы станете припираться о чем-нибудь, то обратитесь с этим к Аллаху и Его посланнику. Если вы веруете в Аллаха и в последний день, так будет лучше и прекрасней по значению. Маймун ибн Михран, да будет доволен им Аллах, сказал: обращение к Аллаху Великому означает возвращение к благородному Корану, а возврат к Его посланнику, мир ему и благословение, есть обращение к Нему при жизни и к Его сунне после Его смерти. Также Всевышний Аллах сказал: возвысил присягу тех, кто присягал посланнику так, как будто бы они присягали Аллаху. Поистине, те, кто присягали тебе, поистине они присягали Аллаху. Рука Аллаха поверх их руки. Не отрицай слово «рука», не придавай свой смысл этому слову и не уподобляй его творениям. Нет ничего подобного ему, и он слышащий, видящий. Поистине, те, кто присягают тебе, поистине они присягают Аллаху, и рука Аллаха поверх их руки. Какой же почет? Бери же то, что дал вам посланник, и сторонись того, что он запретил вам. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах суров в наказании. И, пожалуй, самое прекрасное, что сегодня мы разобрали в этой передаче, это то, что передал имам Бухари и другие в хадисе от Джабира ибн Абдулла, да будет доволен им Аллах, который сказал, что однажды пророк, да благословит его Аллах и приветствует, спал, и к нему явились ангелы. Одни из них сказали другим: для того, к кому вы пришли, есть пример. Приведите же его ему. Одни из них сказали: он ведь спит. Другие же сказали: поистине глаз его спит, а сердце бодрствует. Наш любимый пророк, если его глаза спали, то сердце не спало. Поистине его глаз спал, а сердце бодрствовало. Они сказали: его можно сравнить с человеком, который построил дом, приготовил в нем угощение и послал человека, чтобы пригласить на него гостей. И тот, кто принял это приглашение приглашавшего, вошел в этот дом и отведал угощение, а тот, кто приглашение приглашавшего не принял, не вошел в дом и не попробовал этого угощения. Потом ангелы сказали: истолкуйте ему эту притчу, чтобы он понял ее. То есть разъясните ему этот пример, чтобы он понял. И один из них сказал: он ведь спит. Другой же сказал: поистине глаз его спит, но сердце бодрствует. Тогда они сказали: дом — это рай, а приглашавший это Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. И тот, кто подчинился Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, тот вошел в рай. А кто ослушался Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, вошел в ад. Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, разделил людей. Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, разделил людей. Кто ответил на призыв посланника Аллаха, повиновался ему и последовал, тот вошел в рай. Как говорил он: «Вся моя община войдет в рай, кроме тех, кто отказался». Люди спросили: «А кто отказывается от посланника Аллаха?» Он ответил: «Кто подчинился мне, зайдет в рай, а кто ослушался, тот отказался». То есть дом — это рай, а призывающий к этому раю — это посланник Аллаха, мир ему и благословение. Кто ответил на призыв посланника Аллаха, исполнял его повеления, остерегался его запретов, держался в установленных им рамках, уверовал в него полноценно и признал правдивость его во всем, что он передал от своего Господа, войдет в этот дом и отведает угощение, то есть войдет в рай, и будет наслаждаться всем, что приготовил Всевышний Аллах своим приближенным. Дом — рай, призывающий — Мухаммад. Кто ответил Мухаммаду, тот подчинился Аллаху.
А кто ослушался Мухаммада, тот ослушался Аллаха. Мухаммад – причина разделения людей. Да, мои уважаемые, поистине он величайший имам и благороднейший посланник, которому Всевышний Аллах ниспослал Коран с вершины 7 небес, который читается до наших дней и общину после них, как они должны разговаривать с ним, как должны обращаться к нему, как должны вести себя в присутствии пророка, мир ему и благословения. Сказал Всевышний Аллах: «О те, которые уверовали, не опережайте Аллаха и его посланника, и бойтесь Аллаха, ибо Аллах слышащий и знающий. О те, которые уверовали, не поднимайте ваши голоса над голосом пророка и не обращайтесь к нему так же громко, как вы обращаетесь друг к другу, а не то ваши деяния окажутся тщетными, а вы даже не почувствуете этого». Ибн Аббас сказал: «О те, которые уверовали, не опережайте Аллаха и его посланника, то есть не говорите то, что противоречит Корану и Сунне». Муджахид сказал: «Не выносите решение вместо посланника Аллаха, пока Всевышний не предпишет ему определенные слова». Куртуби сказал: «Не говорите слово и не делайте дело, противоречащее слову Аллаха, или же слову или делу посланника Аллаха. Поистине, кто предпочел свое слово или дело слову посланника Аллаха, все равно, что предпочел его слову Всевышнего Аллаха, потому что посланник Аллаха не повелевает ничего, кроме того, что ему самому повелено от Всевышнего Аллаха». Аш-Шанкити сказал: «Не опережайте Аллаха и его посланника. В первую очередь аят говорит об установлении законов, которые не дозволил Аллах, так как нет халала, кроме того, что сделал халалом Аллах и его посланник. И нет запретного, кроме того, что запретил Аллах и его посланник. Нет дозволенного, кроме того, что сделал дозволенным сам Всевышний Аллах и его посланник. И нет запретного, кроме того, что запретил Аллах и его посланник. И нет религии, кроме как в том, что установил Аллах и его посланник, мир ему, его семье и благословение. Два блага чуть было не погибли. Это Абу Бакр и Умар возвысили свои голоса при пророке, да благословит его Аллах и приветствует, когда приблизилась делегация Бану Тамим к благородному посланнику Аллаха, и желал правдивейший избрать над ними амира, и избрал Таата ибн Ма'бад, а Умар ибн Хаттаб избрал Аль-Кара ибн Хабиса. Сказал правдивейший: «Ты не желал ничего, кроме как противоречить мне, о Умар». Умар сказал: «Клянусь Аллахом, я не хотел противоречить тебе, о Абу Бакр». И были ниспосланы аяты с этими тяжелыми словами, угрожающими потерей всех дел. Для кого? Для двух самых лучших и благородных, для двух великих. Как же может желать община победы и усиления, когда она предпочла свои слова и дела, и свои нормы и законы словам Всевышнего Аллаха, а также словам и делам нашего господина, посланника Аллаха, мир ему и благословение? Сказал Всевышний Аллах: «Когда несчастье постигло вас, после того, как вы причинили им вдвое большее несчастье, вы сказали: откуда все это? Скажи: от вас самих. Скажи: от вас самих». Да, поистине, это величайший имам и благороднейший посланник, любовь к которому Всевышний Аллах сделал условием полноценности веры. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Не уверует ни один из вас, пока я не стану любимее для него, чем его имущество, его дети, чем все люди на земле». Сказал Всевышний Аллах: «Скажи, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и полюбит вас Аллах. Скажи, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной». То есть любовь к пророку, мир ему и благословение, идет следом за любовью к Всевышнему Аллаху. Более того, в хадисе, приводимом у Бухари, от Умара ибн Хаттаба, да будет доволен им Аллах, передается, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «О Умар, твоя вера не станет полноценной, пока я не стану любимее для тебя, чем твоя собственная душа». Тогда Умар сказал: «О посланник Аллаха, ты самый любимый для меня, кроме моей собственной души». Пророк сказал: «Нет, нет, о Умар, пока я не стану любимее для тебя, чем ты сам. Не уверует ни один из вас, пока я не стану для него любимее, чем его собственная душа». Умар сказал: «О посланник Аллаха, ты самый любимый для меня, кроме моей собственной души». Пророк сказал: «Нет, о Умар, пока я не стану любимее для тебя, чем ты сам». Тогда Умар сказал: «Клянусь Аллахом, который послал тебя с истиной, ты любимее для меня, чем моя собственная душа». Пророк сказал: «Вот теперь, о Умар». Аль-Хаттаби сказал прекрасные слова в толковании к этому хадису.
Любовь человека самому себе — это естественное чувство, инстинкт, а любовь человека к другим, она выборочна, приобретаема в силу определенных причин. То есть я люблю самого себя, так как я был создан с этим, и люблю тебя, мой благородный брат, в силу определенных причин. И ты любишь меня по какой-то причине. Любовь к человеку к самому себе — это естественное чувство, инстинкт, а любовь к человеку к другим, она выборочна, приобретаема в силу определенных причин. Поэтому пророк не просил от Умара естественной, врожденной любви, так как нет возможности у человека влиять на сердце, изменяя то, что в нем уже внесено с рождения. Пророк желал от Умара любви по его выбору, по его решению, когда Умар посмотрел на причины и понял, что пророк, мир ему и благословение, является причиной спасения от огня. В этот миг он произнес: «Поистине, ты любимее для меня, чем моя собственная душа, о посланник Аллаха». Поистине, это величайший имам и благороднейший посланник, любовь к которому для нас является обязательной любовью, которая превышает любовь к нашим детям, нашим женам, нашему имуществу и даже к самим себе. Да, поистине, это величайший имам и благороднейший посланник. Величайший имам и благороднейший посланник, призыв которого Всевышний обязал нас продолжать и доносить до людей, обязал следовать его сунне и защищать его закон, быть убежденным в правдивости всего, что он передал нам от своего великого Господа, так как он правдивый, который не говорит по страстям, и нет ничего, что сообщил правдивый, кроме как оно свершилось именно так, как он сообщил. И поэтому все, о чем он сообщил, но еще не произошло, обязательно случится именно так, как сообщил об этом правдивый, доверенный, который не говорит по страстям. Поэтому обязательно для верующих, соблюдающих ислам, знать его права, мир ему и благословение, и исполнять свои обязанности по отношению к нему, мир ему и благословение. И как же прекрасен и обширен этот сад, в котором мы должны долго и долго ходить. Однако, как я уже говорил, я буду брать оттуда и отсюда, чтобы мы ознакомились с общей картиной, общей в отношении этого величайшего имама и благороднейшего посланника, мир ему и благословение. Великий всемогущий Аллах сказал: «Скажи, таков мой путь. Я и мои последователи призываем к Аллаху согласно убеждению. Пречист Аллах, и я не являюсь одним из многобожников». Ибн Аль-Каим сказал: «Да помилует его Аллах. Человек не будет полноценным последователем пророка, да благословит его Аллах и приветствует, пока не будет доводить то, что доводил наш посланник Аллаха, мир ему и благословение, на полной убежденности, чтобы поднять знамя, которое поднял пророк, мир ему и благословение, чтобы довести до людей путь, ради которого жил пророк, и шел по нему, пока не встретил великого Аллаха». Как передал имам Бухари, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, хадис от Абдулла ибн Умара: «Доводите от меня хотя бы одним аятом, и передавайте от сынов Израиля, и нет в этом проблемы, а кто наведет на меня ложь, пусть приготовит себе место в аду». Я сказал: доводите до меня хотя бы одним аятом. Доводите, то есть возложение обязанности от меня, в этом честь, даже если это будет один аят, в этом облегчение. И ты никогда не почувствуешь чести того, что ты относишься к нему, кроме как если будешь доводить от него, исполняя свой долг с мудростью, убежденностью, знанием и прямым путем. Доводите от меня, даже если это будет один аят. Да украсит Аллах человека, который услышал от нас этот хадис, и передал его, как услышал. Ведь, может, получивший лучше понимает, чем передавший хадис. Переданный Абу Даудом, Ат-Тирмизи, от Абдулла ибн Мас'уда, да будет доволен им Аллах, с достоверной цепочкой передатчиков. Также в сборнике хадисов Муслима, в хадисе от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, передается, что пророк, мир ему и благословение, сказал: «Кто призвал к благому, ему будет награда, равная награде тех, кто последовал за ним. И это нисколько не уменьшит награды последовавших. А кто призвал к заблуждению, тот понесет грех, равный грехам тех, кто последовал за ним. И это нисколько не уменьшит греха тех, кто последовал ему в этом». Поистине, это величайший имам и благороднейший посланник, который жил все свои дни и ночи, шагая по колючкам горестей и шагая по раскаленным углям козней и преследований, с самого первого мгновения, когда он встал на гору Саффа, чтобы довести от Аллаха, чтобы довести от того, кто есть истина, после того, как Аллах повелел ему это, и призывай своих ближайших родственников. И вся Мекка всполошилась и зашумела, и забила в барабаны войны, и стала угрожать.
пролила свой гнев на сына своего народа, правдивого, доверенного, того еще, кого совсем недавно они единогласно называли правдивым доверенным. И он стерпел это зло, проявил терпение, которое с трудом могли выдержать горные твердыни, и встал, чтобы донести религию Господа земли и небес, исполняя повеление своего Господа. «О завернувшийся, встань и увещевай, Господа твоего возвеличивай, одежды свои очисть от нечисти, идолов сторонись, и не оказывай милости, чтобы получить большее, и ради Господа твоего терпи». И он встал, и не вкусил сладости отдыха, не вкусил сладости сна, пока не довел религию Аллаха Великого, и пока не исполнил свой долг. И земля была кинута на его голову, и нечисть была сброшена на его спину, и его душили так, что душа его чуть не покинула его. Все это, чтобы довести до всех жителей земли религию Аллаха Великого. Что же община сделала для него, мир ему и благословение, чтобы навести его религию до обитателей земли? Что ты сделала, община Мухаммада? О, община единобожия! Это беглый взгляд, и чувствую неполноценность, чувствую стыд, чувствую упущение в исполнении прав, радующего, наставляющего пророка. И я собираю этот скорый рассказ, однако я вас желал, согласно моему плану в отношении имамов прямого пути и светочей во мраке тьмы, остановиться в каждой передаче на одном имаме. И я постеснялся перед Аллахом, затем перед посланником Аллаха, мир ему и благословение, говорить об имамах, не начав своего рассказа с имамов, всех имамов, и посланника всей общины, имама прямого пути и светоча во мраке тьмы. Если сказать, что солнце пророчества осветило землю Аравии, искоренило мрак многобожия и обратило ее мрак в свет и сияние, то поистине сподвижники, да будет доволен ими Аллах, были сравнимы со звездами, которые, окружая по орбите этого благословенного солнца, и впитывают его свет. И эти звезды и сейчас не перестали светить, и они не перестанут светить, чтобы наставлять историями своих жизней и своим неиссякаемым светом, своим божественным и пророческим путем для всех жителей земли. И как же нуждаются жители земли в имамах прямого пути и светочах во мраке тьмы, чтобы весь мир научился, каким бывает образец и каков бывает наилучший пример. И я завершу свое выступление в этой передаче, добавив благословение имаму прямого пути и светочу во мраке тьмы, нашему великому имаму, нашему благородному посланнику, мир ему и благословение, в хадисе, который передал имам Ахмад, Абу Дауд и другие с достоверной цепочкой передатчиков, от Ауса ибн Ауса передается, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, одним из величайших дней является пятница. В этот день был создан Адам. В этот день наступит судный день. В этот день будет день отчета. Поэтому увеличивайте количество благословений меня в этот день. Поистине ваши благословения представляются мне». Люди спросили: «Как же наши благословения могут представляться тебе, тогда, когда ты стал прахом? Как же наши благословения могут представляться тебе тогда, когда ты стал прахом? То есть твое тело истлело». Пророк, ему мир и благословение Аллаха, сказал: «Поистине Аллах сделал запретным для земли тела пророков». Что ты сделала, община единобожия, для имама прямого пути и светоча во мраке тьмы? Будем ли мы исполнять его повеление? Будем ли мы остерегаться его запретов? Будем ли мы придерживаться установленных им границ? Будем ли мы подчиняться ему в том, что он повелел? Оставим ли мы то, что он запретил? Будем ли мы признавать правдивость его во всем, что он передал нам от великого Аллаха? Будем ли мы доводить его религию? Будем ли мы распространять его сунну? Будем ли мы исполнять его шариат? Будем ли мы воспитывать себя на его нравах? Будем ли мы работать для этой религии, чтобы распространить ее на земле, и чтобы представить человечеству религию Мухаммада, в то время, когда она задыхается и бежит, как преследуемая, и испытывая боль, и пытаясь найти хоть какой-нибудь выход, хотя она владеет на этом свете всем, что можно, однако по причине отдаленности от имама прямого пути и светоча во мраке тьмы, величайшего имама и благороднейшего посланника, потеряла все. И как же нуждается в общем человечество, и община в частности, в возвращении снова к имаму прямого пути и светочу во мраке тьмы, к нашему благородному посланнику и величайшему пророку, мир ему и благословение Аллаха,
чтобы оно сказало и воплотило: «Слушаемся и повинуемся. Твое прощение, наш Господь, и к Тебе возвращение». О, те, кого я люблю ради Аллаха, простите меня за это упущение и за это краткое изложение. Однако это всего лишь заметки, чтобы мы в следующей передаче охватили вступление полностью, в целой передаче по соизволению великого Господа, с имамами прямого пути и светочами во мраке тьмы, чтобы мы познакомились с ними, узнали их положение в Коране и Сунне, и вошли после этого в этот благоухающий, благодатный сад, и провели каждую передачу из этих благословенных передач с одним из этих лучших и чистейших имамов. Я прошу Всевышнего Аллаха принести пользу этими наставлениями всей умме и всему человечеству, и подготовить тех, кто перевел бы их на разные языки, чтобы весь этот мир услышал и получил уроки от имама прямого пути и имамов прямого пути, которые сопровождали величайшего учителя и благороднейшего посланника Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. И я прошу Аллаха сделать меня и вас среди тех, кто слушает слова и следует лучшим из них. Я говорю это и прошу прощения у Аллаха для себя и для вас каждый год. Да будете вы с благом. И да благословит Аллах нашего пророка, его семью, сподвижников и приветствует. مصابيح الدجى زين الرجال أئمة هدينا القمم العوالي مصابيح الدجى زين الرجال أئمة هدينا القمم العوالي صحابة أحمد رضوان ربي عليهم أجمعين إلى المآلي لهم في القلب حب لا يضاهى ومصدر عزنا في كل حال رجال جاهدوا حول الرسول إلى الفردوس يا خير الرجال مصابيح الدجى زين الرجال أئمة هدينا القمم العوالي مصابيح الدجى زين الرجال أئمة هدينا القمم العوالي صحابة أحمد